Никаких ленточек, шариков, музыки, ну или просто каких-то других атрибутов помпезности. Долгожданное получение ключей от квартир выглядит где-то даже по-советски раритетно. Та же перекличка, та же роспись в журнале. В качестве этакого извинения скидочная карта на замки и двери. Дом уже подключили к теплу. Есть, правда, небольшая заминка с водой, которая здесь вроде как есть. Но для ее получения нужно установить счетчики. Выработан определенный механизм с инициативной группой дольщиков. Он был первоначально выработан, сейчас получил поддержку. То есть для того, чтобы дом был запущен, подключен к ресурсам, потому что если ждать, пока собственники получат право собственности, это наступит зима уже, и дом было бы проблематично, уже запустить тепло зимой. Пришлось бы ждать весны. В ходе запуска отопления, чего мы боялись, никаких инцидентов не произошло. Отопление запущено в полном объеме. Вы сами можете это видеть, что батареи теплые, даже можно сказать горячие. В квартирах тепло, имеется вода, электричество. В принципе, дом готов для проживания и заселения жильцов. Впрочем, заселением здесь еще даже не пахнет. Квартиры пока еще просто помещение без первичной отделки, электроразводки. Как говорится, работы непочатый край. Но многим из тех, кто устал ждать, довольны и этого. Все-таки вселением обещали еще в 15-м. И 2 года, по сути, просто морочили голову. А тем, кто пытался доделать квартиру самостоятельно, например, остеклить балкон, давали по рукам через суд. Так что к застройщику возможны иски. 2 года вот сейчас, 27 октября, уже очень приличный срок прошло. Затянули стройку, в принципе, рад. Долгожданные ключи получил. Впрочем, для многих это радость со слезами на глазах, и требований к застройщику у них, что называется, поднакопилось. Поэтому не исключены дополнительные требования о взыскании неустоек и морального вреда. Роман Истомин, Максим Васильев, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.